Конституции Российской Федерации, который называется «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Вот. Значит, меня зовут Семен, фамилия Златоев. Значит, я буду модератором. Наверное, будем знакомиться по ходу работы. То есть у нас времени достаточно, чтобы вы знали. И когда будем предоставлять слово, надо будет представиться и участвовать в обсуждении. Значит, как вы все знаете, мы недавно стали свидетелями поправок в Конституции. Это объявил Владимир Владимирович Путин, президент России. Поправки в Конституции это впервые в таком масштабе, значит, с 1993 года, с дня принятия Конституции. И очень много непонятных для обывателей, для обычных граждан, которые будут, ну, в том числе и мы, которые будем голосовать в всенародном голосовании в день 12 либо 26 апреля, как сейчас говорят некоторые. Поэтому возникла такая необходимость обсудить, понять, что это такое и как с этим быть, и что в конце концов, к чему это приведет и кому это выгодно. Формат дискуссии не предусматривает вынесение каких-нибудь резолюций, постановлений, выводов. Мы просто хотим обменяться мнениями, услышать авторитетных юристов, которые работают в этой области. Это государственное право, конституционное право, действующие члены Конституционного суда, бывшие и общественность, будем так говорить, которых мы представляем сами. Вот. Будем говорить на двух языках, когда удобно и нам, как на барыге. Сергей, ты же понимаешь? Хорошо. Сергей, садись, пожалуйста, поближе. Значит, по работе я бы хотел каким образом, да, если кто-то желает высказаться, просто поднимает руку. У нас микрофоны беспроводные есть, проводные есть, всем хватит. И регламент для выступления, ну, в пределах, сказать, нормального, это 5-7 минут. И можно же сразу задавать вопросы и обсуждать, потому что нет такого, ну, как бы, железобетонного регламента, что и как делать. Мы эту дискуссионную площадку организовываем второй раз. Первый раз мы его делали в ноябре по бюджету Республики Саха-Якутия. Некоторые участники здесь есть, которые в первом обсуждении были. Нам всем понравился формат. Сейчас мы предлагаем такой же формат, в таком же формате обсудить поправки к Конституции. Если Игорь Игнатьевич позволит, я бы хотел предоставить первое слово. Нет? Макар Макарович, объяснить, что уже произошло и как нам все это понять. Я обычно предпочитаю последний. Тогда, да. У нас как бы свободный микрофон, поэтому раз. Ну, можно сидя, наверное, будем. Да, конечно, дискуссию. Ну, вообще, по Конституции, если так пройтись, краткую, ближайшую историю, мы понимаем, что Конституция — это как бы не документ, который не должен претерпевать изменения. Он уже претерпевал в ближайшие 10-15 лет в периоде различные изменения.
Но по сути собой как бы Конституция у нас сохраняет основной принцип построения нашего государства. Мы все прекрасно понимаем, что у нас федеративное государство, форма у нас республика. И здесь возникает вопрос, самый глобальный. Республика какая? Есть два варианта. Либо республика президентская, либо республика парламентская. Мы имеем на самом деле в России, но это мое мнение, не знаю, как юристы скажут, самую жесткую систему президентской республики. Президент сегодня страны обладает абсолютной властью больше, чем была у генсеков, была, чем у императора Российской Федерации. Поэтому это жесткая президентская республика, на мой взгляд. Все остальное это косметика. И вот даже нынешние поправки, которые мы обсуждаем, на самом деле они касаются только косметики. О том, что будет сделан шаг в сторону парламентской республики, но на самом деле это не шаг. Это просто такой реверанс, в который Государственная Дума, Совет Федерации будут иметь право утверждать там министров, членов правительства, ну а президент не будет иметь права там отказать и назначить того или иного кандидата в случае, если его утвердит Государственная Дума. Ну, на мой взгляд, это все косметика. Самое серьезное изменение, на мой взгляд, в этой Конституции, в этих изменениях, внесенных президентом страны, является всего лишь один пункт, который стоит обсуждения. Это вопрос о том, что один человек не имеет права находиться у руля государства более 2 раз. Без перерывов и тому подобное. Вот 2 раза и все. Вот это действительно серьезный вопрос, который в нашей Конституции всегда был открыт, который позволил Путину Владимиру Владимировичу уже 4-й раз избраться президентом страны. Он действительно, этот пункт звучал неоднозначно. На самом деле я только приветствую вот это изменение, потому что всегда говорил, что главным тормозом развития нашей страны является коррупция, а основой коррупции является несменяемость власти. Какой бы ни был там человек у руля государства, самый патриот, умный, хороший, но когда несменяемость власти закреплена чуть ли не Конституцией, ближайшее окружение, вся его система вертикали власти начинает так или иначе чувствовать себя безнаказанной. Поэтому у нас в стране огромный негатив населения в отношении системы государственной власти, начиная от законодательной, исполнительной. Все считают, что у нас депутаты коррупционеры, правительство коррупция, руководители государственных компаний. Вот на самом деле нужно приветствовать вот эту вещь. А такие глобальные вещи, на мой взгляд, все-таки, которые нуждаются в изменениях нашей Конституции, к сожалению, пока еще даже не обсуждаются в обществе. Вот, допустим, возьмем 3-ю главу, да, Конституцию, федеративное устройство. 65-я статья, когда идет перечень всех, в начале республики озвучивается, края, области. При этом опять уходим мимо того момента, а что же такое федеративное государство? Если мы являемся федерацией, соответственно, у нас должны быть договорные отношения. И сегодня отсутствие федеративного договора между нашей же республикой Саха-Якутия и федеральным центром, я считаю, является как бы одним из камнем преткновения, тормозом, который не позволяет нашей республике самостоятельно строить политику в отношении недр, собственности. Почему я так говорю? Вот возьмем даже Конституцию тоже, 3-ю главу, 72-я статья. Вот загляните, 72-ю статью внимательно прочитайте. К совместным отношениям, к совместному видению относится распоряжение, пользование,
природными ресурсами, землей и недрами. Где это у нас соблюдается? Республика сегодня абсолютно не имеет никаких рычагов влияния на то, чтобы определять, каким образом будут распределяться, каким образом будет происходить пользование природными ресурсами, водными ресурсами, лесным фондом. Соответственно, фактически игнорируется выполнение статьи Конституции Российской Федерации. Ну, вообще, конечно, наша страна, так скажем, славится тем, что везде, начиная от государственных чиновников, заканчивая простыми гражданами, у нас процветает правовой нигилизм, как говорится, законы не исполняются, может быть, даже если они хорошие. Вот. Еще хотел бы обратить внимание на такие, на вторую главу. Владимир Владимирович в своем выступлении, в принципе, говорил о том, что первая, вторая глава никогда и никак не будет меняться. Да, то есть он такие слова произнес в одном из своих выступлений. Но мы, когда смотрим на вторую главу, права и свободы и обязанности человека, гражданина Российской Федерации, то я вот как гражданин могу сказать, что вторая глава Российской Конституции Российской Федерации тоже не соблюдается нашим же государством. Возьмем тот же закон, пакет законов Яровой, так называемый, который вступил в силу в прошлом году, в 2019 году. Я считаю, он абсолютно противоречит той же, допустим, 24 статье 2 главы Конституции, когда речь идет о том, что сбор данных без согласия гражданина информации не допускается в нашей стране. А тут все наши данные, телефонные разговоры, вся переписка и тому будет кем-то собираться, храниться без нашего с вами согласия. Вот. Что касается там отдельных оговорок вот, в данных изменениях, допустим, там, пропишут в статье в главе там, 3, кажется, о том, что или во 2 главе о том, что там 3, кажется, о том, что есть верховенство федеральных законов над международным законодательством, соглашениями и тому подобное. Мне кажется, это так, чисто техническая оговорка, потому что и так в Конституции закреплено, что Конституция Российской Федерации, федеральные законы имеют верховенство. Но они опять же не исполняются. Вот здесь, кстати, я хотел бы услышать мнение юристов. Есть такой скандальный вопрос достаточно, да? Вот, допустим, есть статья 20, кажется, речь идет об применении смертной казни в Российской Федерации. И если мы говорим о том, что есть смертная казнь Конституции, и Конституция имеет верховенство над всеми международными договорами, соглашениями, почему она не используется, а тормозится в связи с тем, что мы как бы взяли обязательства перед Европейским судом, да, по правам человека, и Советом Европы, и не выполняем. А в Конституции вот смертная казнь присутствует, статья четко прописана, что она должна применяться на территории нашей страны. Это такая ремарка, конечно. Но в основном вот мое мнение, что кроме четкого определения, что один человек не может более 2 раз быть главой государства, все остальные изменения косметические. Даже вот тот же вопрос индексации пенсии, МРОТа. Понимаете, Конституция все-таки, на мой взгляд, это все-таки более глобальный документ, чтобы записывать такие вещи, как что будет индексироваться зарплата, будет индексироваться пенсии. Это не вопрос Конституции. А запрет иностранных граждан? Если бы там написали бы запрет детям, было бы хорошо. Я бы только обеими руками. И что министры, зампреды, депутаты будут не иметь гражданства, вида на жительство в иностранном государстве. Но извините меня, давайте перечислим всех наших, начиная от Шойгу, Лаврова, кого там еще можно назвать, всех
У всех дети, Медведев тот же, бывший Это председатель правильно? правительства. То, что Нет, Конституция так указывает. это бессмысленная статья. Бессмысленная статья с точки зрения то, что оно даст результат для государства. Ну, не знаю. Конечно, вот когда мы, допустим, как граждане, избиратели, да, вот приходит к нам кандидат в депутаты, или мы сидим, голосуем, два кандидата. Если я узнаю, что вот этот кандидат имеет гражданство Израиля, Соединенных Штатов, конечно, у меня симпатии к нему будет меньше, я проголосую лучше за того человека, который является просто единственным гражданином Российской Федерации. Это можно отрегулировать на этом уровне. Но если он, став должностным лицом, начнет своих детей отправлять учиться и получать гражданство в других странах, что от этого будет меньше его, так скажем, как в анекдоте, да, давайте ракеты не будем направлять в Америку, там моя дочь учится, давай не будем стрелять по Германии, там, а долбанем по Твери, там точно наших детей нет. Вот примерно так же. Вы думаете, что от этого что-то изменится, что ли? Нет. Это не является ли первым шагом для того, чтобы и в дальнейшем усиливать эту статью? Это бессмысленно. Но невозможно всех родственников запретить куда-то переезжать. Понимаете? Конституция — это не тот документ, в котором нужно писать вот такие мелочные вопросы. В Конституции нужно решить вопрос, какой страной мы являемся. Мы являемся президентской республикой. С этим, в принципе, я согласен. Но много граждан страны могут сказать: нет, мы не хотим жить в президентской республике, мы хотим иметь парламентскую республику. Да, это принципиальный вопрос, да, с этим надо работать. Вот единственный принципиальный вопрос о 2 сроках, он прошел, и слава Богу. Но я бы хотел, чтобы, вот как я уже констатирую, заканчиваю, чтобы мы затронули вопросы федеративного устройства. Вот это очень серьезный вопрос, который всеми обходится. А это как раз мы являемся национальной республикой. У нас сегодня идет масштабное освоение наших природных ресурсов. И то, что мы сидим и молчим о нашем федеративном договоре, о том, что мы молчим о 72-й статье, когда мы должны в совместном ведении заниматься недрами, природными ресурсами на нашей территории. Вот это, я считаю, самый глобальный вопрос. А все остальное — это косметика. Извините. Хорошо, спасибо. Старший. День добрый, участники этого вечера. Я просто хочу нам, те, кто собрались, или свое личное мнение высказать по вопросу. Мы сегодня обсуждаем проект закона о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации, внесенную президентом Российской Федерации. Или у нас есть какая-то информация, кто вот согласно статье 134, кто имеет право вносить предложения по изменению Конституции. Там четко написано, в нашем, скажем так, как мы субъект Российской Федерации, у нас есть законодательные представительные органы в лице вот у меня Государственного собрания. Он только имеет право выступить с законодательной инициативой по изменению Конституции Российской Федерации. Сейчас я лично вот так, как бывший депутат, который принимал участие в обсуждении любого закона, обсуждается только то, что есть. В данном случае, я думаю, мы должны сейчас обсуждать проект закона Российской Федерации, внесенный президентом Российской Федерации Путиным для обсуждения. Вот к нему постараться что-то, именно касаясь тех статей, тех пунктов, которые есть в данной законодательной инициативе. Мы туда, в этот проект ничего не можем высказать свое мнение, как мы понимаем. И поэтому при всем моем уважении, Рамис Борисович, надо, наверное, пойти по тем изменениям,
которые внесены субъектом законодательной инициативы в Конституцию, и по ним пройтись и высказаться. А дальше в порядке можно сразу и сказать, что мы вот, например, видим, что как субъект Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, предлагали бы нашему представительному законодательному органу Государственного собрания УКМ выступить с инициативой по таким-то пунктам. Поэтому я предлагаю это конкретный проект обсуждать. А меняться мнениями, конечно, можно. Хорошо, спасибо. Bu bölgeden içinde bilgileri hayal olabildiğim iltimat ikisi sözleri депутатов. Так, Владимир Владимирович. Можно, да? Зовут меня Данилов Владимир Данилович, если кто не знает. Значит, по сути сегодняшнего собрания, значит, мы обсуждаем действительно документ, который внесен в Государственную Думу, он внесен с такой космической скоростью. 20 числа документ поступил на стол председателя Госдумы, 21 числа уже комитеты рассмотрели, 22 Совет рассмотрел, сегодня пленарное заседание в первом чтении будут принимать. Вот, я в принципе согласен с оценкой Ивана Борисовича о том, что в основном вот, из 19 страниц поправок это как бы, там отражены вопросы, не носящие конституционного характера. Вот эти вот то, что касается госслужбы, индексации пенсий, МРОДа, это вопросы, которые правительство или президент могли решить в своей рабочей деятельности основной. Это закон о госслужбе, это закон о правительстве, закон о пенсиях, все это есть, в принципе, все это, значит, ну, что касается индексации пенсии, оно даже уже прописано в действующем законодательстве, только выполняется коряво, да? На кого-то распространяется эта индексация, на кого-то не распространяется. Вот. Я не соглашусь с Иваном Борисовичем по поводу того, что единственный вопрос, который здесь прозвучал, прописан, это вот 2 срока. На самом деле это тоже такой, с моей точки зрения, сугубо субъективный вопрос, который не имеет сегодня актуального значения, поскольку действующий президент, он у нас уже много сроков просидел, и на следующего президента, ну, как будет трактоваться, значит, эти 2 срока в действующей Конституции, принятой, значит, ну, в той контексте, который будет, это не так важно. С моей точки зрения, важным вопросом является Госсовет. Единственный вопрос, который вот в этих поправках звучит, и который меня вызывает недоумение, беспокойство, отторжение, так скажем, это Госсовет. Госсовет в той формулировке, которой там буквально 5 или 6 строчек про него написано, значит, Государственный совет, который создается президентом по полномочиям, да, пункт Ж со звездочкой, вот, который определяет основные направления социально-экономической политики Российской Федерации, который определяет, как бы общими словами сказано, те полномочия, которые есть у президента России. Главные полномочия, которые есть у президента России. И это в какой-то 70 какой-то статье, в той статье, которая, в разделе, который регулирует полномочия президента России, прописано, и его статус, полномочия будут описаны отдельным федеральным законом, что это будет, как он будет формироваться, какие сроки, срок действия, значит, как его решения будут, значит, распространяться и применяться, непонятно. По сути дела, у нас 1, 2, 9 статья, которые не подлежат изменению, которые являются основой конституционного строя, значит, там есть статья, которая описывает систему государственной власти в России. Это президент России, это федеральное собрание, это суды, это правительство. И вот именно эти органы, значит, про которые потом отдельно в Конституции прописано, они выполняют вот эти функции, которые сейчас пытаются, значит, оформить за Государственным Советом. По сути дела, это, как бы вот Иван Борисович сказал, что у нас Конституция в принципе хорошая, только не выполняется, да, там, по недрам, значит, по социальным вопросам. Здесь, в принципе, тоже, если будет
выполняться вот эта вот поправка Ж со звездочкой к этой 71 статье, и не будет выполняться значит, основная статья по поводу структуры и полномочий органов власти, то это грубейшее нарушение, это ну, как раз есть нарушение Конституции, потому что эта статья предполагает возможность того, что у нас меняется государственный строй. Ну, с моей точки зрения, это именно так. А вторая, то, что там 2 срока, ну, в 2024 году кого-то, наверное, изберут, наверное, не по фамилии действующего президента, не однофамильца. Ну, на него 2 срока, но это когда будет, как это отразится, мне кажется, это совсем не важно и ну, не актуально. Единственное, вопрос, это вот этот госсовет, который перестроит наших с вами государств. И, значит, кто будет возглавлять его, кто будет, сколько членов там будет, будут ли там губернаторы, как сегодня, да? Значит, вот это, мне кажется, является вещью совсем непонятной. И ну, то, что все делается очень быстро, да, Конституция это фундамент, правовой фундамент нашего государства. То, что делается вот так вот в попыхах, без разъяснения, без раскрытия идеи, которая спрятана под этим госсоветом, мне кажется, это вот, ну, просто ну, неправильно, во-первых. Во-вторых, это показывает намерение, мне кажется, подозревая, имея право подозревать, протащить вот эти поправки так, чтобы никто ничего не понял. Чтобы ни депутаты не поняли. Депутаты, вот вчера интервью я смотрел, значит, зампредседателя комитета, который вот, по этим вопросам, да, ему пытались журналисты задавать вопрос о том, что он видит под этим госсоветом. Он ничего внятного не сказал. Все, спасибо. Ему еще не разъяснили. Декан юридического факультета. Вот какие опасения все-таки есть? Что вы подразумеваете под непонятным и чего вы действительно боитесь? Я разъясню. Значит, действительно, ну, сегодня у нас госсовет есть. Он создан президентом. У него есть ну, какой-то регламент работы. У него распоряжением там, или указом президента определен состав. Губернаторы, там, может быть, еще кто-то, министры. Вот. Они живут своей жизнью, ну, госсовет живет своей жизнью, работает, там раз в квартал собирается, значит, рабочие группы какие-то вопросы поднимает. И он функционирует, не требуя внесения изменений в Конституцию. Если сейчас говорится о том, что этот орган прописывается в Конституции, и у него очень широкие полномочия, там просто супер полномочия, там ну, только объявления войны нет. Только объявление войны. То это, по сути дела, внесение там какой-то статьи, там в 3 статье, да, или в 3 главе. Это 3 глава будет задевать, конфликтовать с 1 главой. Ну, я так понял, что вы видите в этом подход от принципа разделения властей. Да. Во-вторых, создание совета, который наподобие Китайской Народной Республики, по сути дела, будет обеспечивать согласованное функционирование и взаимодействие всех органов государственной власти. Да, то есть если этого госсовета не будет, то у нас не будет согласованного действия. И вот это тоже, ну, возникает вопрос, а как мы жили без него? Ну и определять основные направления внутренней и внешней политики. Верно. А вопрос войны – это внешняя политика, так ведь, да? Ну, конечно, да, это один из вопросов внешней политики. Да, тут еще есть вопрос о публичной власти, да, потому что закон так и называется, да, до этого как-то все обходились без этой формулировки, и сегодня я прочитал в одном из телеграм-каналов увязку словосочетания публичная власть и госсовет. То есть идет, ну пока мы не знаем, что можем предположить, что идет какая-то подготовка к чему-то, да, то, что будет обустройство это государственной власти немножко будет смещаться. То есть, у нас было государственный орган государственной власти, да, федеральная, центральная, называется региональная.
и муниципальная. То, что последние поправки, да, 132 и 133 статьи Конституции, которые задевают местную власть, муниципальную власть, это тоже как бы настораживает. Пожалуйста, передайте микрофон. Я хочу задать вопрос Кому? всем присутствующим, Ага, кто может дать разъяснение. Помнится ли вам, когда меняли Конституцию, вот, допустим, в том же Казахстане, меняли Конституцию, то жизнь начиналась по новой. Отсчет жизни, деятельности президента. Сейчас вот изменить ограничения президенту, сроки его, это не значит ли, что мы по новой будем избирать С нуля. того же самого. Обнуление стажа. Да, мне кажется, главная собака может быть там зажита. Второе, механизм принятия Конституции. У нас принятие Конституции всегда было на референдуме. То есть Конституция это была принята на референдуме. Когда, каким образом изменили этот механизм? Кто знает? Можно я скажу, да? Ну, да, Федоров Константин Анатольевич, журналист, преподаватель юридического колледжа сейчас. Ну, во-первых, согласен и с Владимиром Борисовичем, и с Владимиром Даниловичем. Ну, первоначально, наверное, хотелось бы заострить внимание на каком моменте. Дело в том, что, ну, вот сами возьмите просто, вот люди играют в футбол, да? И если там нет правил, то каждый будет таскать свой мяч и забивать его в ворота. Это будет Спартак. Вот, поэтому для того, чтобы изменить Конституцию, есть определенные правила. Правила, которые прописаны в нашей Конституции, в последней 9 главе, которая называется «Конституционные поправки и пересмотр Конституции». Да? Здесь мы об этом пока еще не говорили. То, что 1, 2 и 9 глава подлежат только пересмотру. То есть для этого необходимо создать такой орган, который называется Конституционное собрание. У нас, к сожалению, в России пока этот федеральный конституционный закон не принят. То есть мы даже не знаем, кто туда войдет, сколько человек войдет, кто может войти, да. Ну, сейчас различные там есть варианты, что там все председатели комитетов Государственной Думы, там Совет Федерации, 100 там лучших юристов России, там, и так далее, да. Но кто их будет уполномачивать войти туда, да? Потому что мы пока не трогали священную корову, да, как бы такой надобности в этом федеральном конституционном законе не было. Вот сейчас он напрашивается сам по себе. Теперь следующее, да, вот те поправки, которые внесены президентом, на самом деле они касаются и второй главы. Потому что, ну, вот то, что вот Владимир Данилович сказал, осуществляет государственную власть там президент, Государственная Дума, Совет Федерации и правительство. Тут же сразу же прокомментировали эту тему насчет того, что Государственный Совет будет регулировать деятельность этих государственных органов. То есть это уже само по себе предполагает внесение изменений во вторую статью, во вторую главу. Что это означает? Значит, необходимо провести его через Конституционное собрание. А Конституционное собрание уже должно решить либо 2/3 принять сами своим составом, либо отправить на референдум. 1, 2, 9 глава меняется через Конституционное собрание 2/3, либо через референдум. Это техника. Да? Вот, да, механизм, как это должно изменяться. Вот, теперь, сейчас вот, я посмотрел, в какие статьи должны внестись поправки. Это 79 статья, 132 и 134 по местному самоуправлению. Да? Вот. Они немножко вот такие вот, немножко слабые. Я вот прочитал его, комментарии посмотрел там, и так далее, Конституции. Они немножко слабые. И, видимо, вот нашли вот именно вот ту брешь, где можно зайти. И поэтому вот как раз не объявляя референдум, можно как бы провести вот эти поправки. Я уже сегодня знаю, что Государственное собрание Тумен вчера, но не в полном составе, а советом приняло
эти поправки. Знаете, это не поправки какие-нибудь там. То есть приняли, поддержали. Да, поддержали. То есть, я так понимаю, что если законодательный орган республики должен принимать решение, то не советом, не 19 депутатами, а всем составом. Это же поправки в Конституцию. Почему они должны принимать только каким-то советом, который может принимать любые решения, изменения федерального законодательства? Это основной закон. То есть необходимо было создавать сессию, пленарное заседание, и на нем принимать это решение, чтобы каждый из депутатов нес ответственность. Да, я согласен с этой поправкой. Внесли, проголосовал, потом опубликовать, кто как проголосовал, за какие те или иные поправки. А советом, это совет, это вот тот орган, который создавался, я прекрасно знаю, сколько работал, и главный редактор парламентской газеты, и сам депутатом был, правда, не государственного уровня, а муниципального уровня. Поэтому этот орган был создан для того, чтобы принимать очень большой пакет федеральных законов, куда вносились изменения со стороны субъектов и так далее. Просто не успевали собирать пленарное заседание, поэтому вот таким образом это происходит. Поэтому сегодня возникает вопрос, конечно, Михаил Ефимович правильно сказал насчет того, что мы не являемся субъектами законодательной инициативы. Там четко оговорено, кто является субъектом законодательной инициативы. Президент, федеральное собрание там, и законодательные собрания субъектов Российской Федерации. Вот. Ну, поскольку сегодня Илтумен уже эти поправки одобрил, не имеет дальше. Да, мы как бы стреляем уже позже получается, да? Позже получается. Можно было бы, конечно, раньше это провести, возможно, может быть, и внести предложение Илтумену, чтобы они могли бы хотя бы обсудить его не так вот с космической скоростью, да, а обсудить его и как-то уже более это. Но сейчас вопрос стоит в том, что как будут приниматься эти поправки. Это опять же такая юридическая тонкость. Да? Смотрите, если мы будем принимать это на референдуме, то должен быть, есть закон об основных гарантиях избирательных прав и о референдуме. Да? Вот, так вот, значит, там должно быть участие не менее половины избирателей. И не менее половины из участвовавших должны проголосовать за, чтобы референдум принял решение за поправку. Вот, а сегодня речь идет о просто голосовании. Что такое всенародное голосование? Я пока не знаю, что это такое всенародное голосование. Я знаю, что такое референдум. Я знаю, что такое выбор. Мажоритарная, пропорциональная система, да? Но вот как будут приниматься вот таким образом, каким-то голосованием, всенародным, но не референдумом, и в то же время не пропорциональная, не мажоритарная система, да? Вот это тоже вопрос, который должны, наверное, определить, я не знаю, Конституционный суд, да, или кто юрист должны об этом четко сказать. Ребята, есть, оказывается, еще у нас еще третий вариант. Есть выборы, есть референдум, а есть еще, тогда надо вносить об этом изменения. Законодательно надо вносить. И тогда уже будет все, как бы все эти поправки пройдут, так сказать, законным путем. А на сегодняшний день, что греха-то действительно, народ-то, наверное, я за народ не буду говорить, но за себя, допустим, я считаю, что сегодня необходимо принимать законы, может быть, не обязательно поправки Конституции, а законы, которые бы работали именно в социальном плане, в социальном направлении. Вот это самая главная беда России. Что зарплаты маленькие, что пенсии маленькие, да? А не то, что там наверху надо что-то менять, там Государственный совет, там, да. Самая главная проблема это не в этом. И вот в этом-то как раз, мне кажется, что шаг не в ту сторону идет. Мы начинаем обсуждать устройство, федеративное устройство власти там, и так далее, да? Но извините меня, между властью и обществом должен быть какой-то общественный договор, диалог. И исходя из этого договора мы должны понять, да, куда мы движемся, зачем мы двигаемся, да? Вот с этим, с приоритетом там, международного законодательства там, и так далее. Я согласен с Эрнстом Борисовичем, в этом плане нет. Да, там конкретно сказать, что вот этот не должен быть там, потому что он имеет два гражданства, значит он негодяй. Нельзя же так сказать, правильно? Нельзя так сказать человеку. Ну да, имеет два гражданства, может 3 гражданства имеет. Я к слову говорю, да? То есть таким образом мы дошли до такого, что вот мы, понимаете, вот
Патриотизм он хорош, я ничего не говорю, да? Когда ты любишь свою родину, свой родной Аллах, своих земляков, да? Россию любишь. Но когда ты говоришь, ребята, я вообще не люблю иностранцев, да? Я вообще не люблю там кого-то, этих там и так далее. Ну извините меня, почему-то у меня джинсы же, и у вас одежда же не российская. Раз вы их не любите, значит, почему эту одежду одеваете? Не надо одевать. Павел, у тебя джинсы откуда? Вот. То есть вот, не надо доводить до абсурда тот же патриотизм там, и так далее. Я не утрирую. Это все приходит, на самом деле, гаджеты откуда у нас? Российские, что ли? Вот. Поэтому вот как бы переводить разговор на гражданство там, и так далее не стоит. Надо чуть более в правовом русле это дело обсуждать. Ну и просто вносить предложение. А когда это будет голосование там, и так далее, выразить свою гражданскую позицию. Я немного поправлю сейчас, да? Буквально реплику. Совет Думтумен поддержал в первом чтении. Вы все знаете, что пока только сегодня первое чтение, если Государственная Дума не примет сегодня, допустим, и в первом, во втором и в окончательном, то у вас есть у всех возможность через Думтумен внести свои предложения. У нас как бы шансы есть, поэтому сегодняшнее собрание не опоздало, как Константин говорит, может быть уже поздно. Не поздно, еще не принято, только сегодня первое чтение было. Первое чтение концептуально принимается. Там очень главное, обязательно нужно было до первого чтения реагировать. Но, тем не менее, мы только получили 22-го, вчера получили. И ее потребовали, чтобы сегодня было. Вот и все. И во время заседания Совета внесли изменения в повестку дня. Вот так и было, вот такие вот. Петр подтвердит, так же было? Так, можно мне, да, декан юридического факультета, но я во многом соглашусь с предыдущими ораторами, но хотел бы обратить внимание на следующие моменты. Ушницкий Румрум. Ушницкий Румрум. Кандидат юридических наук. Я не специалист по конституционному праву, но в свое время и по работе я всегда связан был с Конституцией. В свое время, в 1993 году, я это открыто говорил, голосовал против этой Конституции и даже агитировал голосовать против. Но принято так принято, победителей не судят. Сейчас, в чем суть этих поправок? Вот, да, действительно. Михаил Борисович говорит о том, что одно из главных достижений – это о двух сроках, без указания порядка. Это раз. Владимир Данилович очень правильно подчеркнул, что речь идет о очень тревожной ситуации с Госсоветом. Говорят, Петрович? Данилович? Тут тоже есть очень серьезные, так сказать, действительно опасения, потому как формулировка действительно очень серьезная. Хотя вроде дается отсылка на то, что статус Государственного Совета определяется федеральным законом, и при этом действительно ничего не меняется в основах конституционного строя, определенных статьей главой 1 Конституции Российской Федерации. Вот Константин Анатольевич в некоторых вопросах хотел бы все-таки не согласиться. Вопрос булки хлеба, зрелищ, это всегда речь идет о отношениях власти и плебса. Да. То есть мы все-таки говорим о том, в чем глубинный смысл тех поправок, которые предложил президент, включая те же самые Госсовет, 2 срока подряд, невозможность иметь гражданство двойное и так далее, и так далее.